Бальные платья и фраки, классическая музыка, поэзия и великолепные танцы. Это бал, который прошел в колонном зале Министерства сельского хозяйства. Современные студенты перенеслись в настоящий пушкинский бал XIX века. Дресс-код обязывал девушек быть в вечерних и бальных платьях, а парней в строгих костюмах и фраках. Первый студенческий бал стал итоговым мероприятием, посвященным году литературы. А наш бал продолжает латинское танго. Немало ушло времени на изучение этикета и традиций тех времен. Желающих выступить на балу было столь много, что пришлось проводить отборочный конкурс. Инициатива возрождения традиций благородных предков принадлежит студенту 4-го курса Института педагогики Адлету Габдрашеву. Его поддержали преподаватели кафедры музыкального образования и хореографического искусства. Когда я туда приехал, думал, что возьму что-то для себя. Я взял, что-то новое, необычное. Я хотел что-то дать университету, то, что не было в университете в городе, в Уфе. И пришла вот идея, может, венский бал. Вначале был опрос для студентов, хотите ли вообще что-то такое необычное, как венский бал. И голосов очень много было. Полонез, вальс, полька и танго чередовались с романсами, песнями и стихами в исполнении будущих педагогов-музыкантов. Праздничное мероприятие украсили театрализованная полька «Добрый жук», народный коллектив «Держава», вальс воспоминания о Великой Отечественной войне и цыгане, студенты-хореографы. А самый волнительный момент – это выбор короля и королевы балла. Дипломом награждается королева первого студенческого пушкинского бала Холматова Лиана Айратовна. Король нашего бала Софиулин Рустам Идарович. Это первый такой бал, и очень важно, так волнительно быть все-таки первой королевой такого бала. Для меня вот лично это вообще стало таким, как сказать, для самовыражения большим таким шагом и возможностью. Как и в сказке, королевский бал когда-нибудь заканчивается, и этот праздник не исключение. Однако музыка смолкнет лишь на время, чтобы с новой силой зазвучать уже в следующем году.